Церемония открытия Парка Победы и мемориального комплекса Вечного огня сопровождалась выступлением оркестра Горского кадетского корпуса, создавая атмосферу гордости и духа патриотизма. Великая Отечественная война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, забрав миллионы жизней и оставив незаживающие раны в сердцах людей. Сегодня, чтобы почтить память героев, на открытие объектов пришли тысячи жителей. Мы должны отдавать дань памяти. И сегодня я радуюсь, что в Магасе открыта такая аллея Победы. Она важна для нас, для детей, особенно подрастающих поколений, чтобы победа укрепилась в сознании наших детей, внуков. В Великую Отечественную войну жители республики пошли на фронт, отстаивая независимость нашей Родины. Почему сегодня мы движемся вперед, учимся, работаем, радуемся? Это заслуга наших прадедов, дедов. Этот год объявлен годом защитников Отечества, которые у нас находятся на защите наших стратегических границ. Вы знаете, СВО. Я хотел бы поздравить нас в преддверии праздников, каждого из вас, с этой победой, с праздником, благо нам, добра нам, и чтобы сил всегда хватало защитить нашу Родину. Ингушетия отправила на фронт более 20 тысяч своих сыновей и дочерей, из которых 6 тысяч не вернулись домой. Сегодня старый и млад восхваляют бессмертный подвиг наших земляков, отстоявших мир в самой страшной войне в истории человечества. Им посвящают стихи, песни и рассказы. Отстоял свободу и независимости нашей Родины, всегда будем помнить. Параллельно героям Великой Отечественной войны отдают почести и современным защитникам Отечества. Снова, спустя 80 лет, наши земляки героически отстаивают интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции. Мне приятно присутствовать тут, потому что я вижу, что не забывают о наших ветеранах Великой Отечественной войны. И также я понимаю с уверенностью, что завтра, когда пройдет немного времени, такие же памятники будут ставить и нам, участникам специальной военной операции. В любом случае, как сказал глава нашего государства, победа будет за нами. И вот долгожданный момент – церемония открытия памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны. Глава региона Махмуд Али Калиматов, Мухаммад Боков, сын героя России Мустафы Бокова, погибшего в ходе специальной военной операции, и Мухаммад Расул Тимурзиев, сын участника специальной военной операции, снимают белую мантию с мемориального комплекса Вечного огня. На памятной плите вписаны имена героев, которые ценою своей жизни добились этой победы. А в знак уважения к подвигу павших воинов состоялось зажжение Вечного огня, который был доставлен в Ингушетию из Александровского сада Москвы. Вечный огонь теперь будет напоминать всем о героизме наших отцов и дедов, о цене мира и свободы. Присутствующие на открытии мемориального комплекса Вечного огня возложили цветы в память о своих героях, а в честь каждого, кто не вернулся с войны, в знак надежды на мирное будущее в небо выпустили белые шары и голубей, символ чистоты, памяти и скорби. В рамках празднования 80-летия Великой Победы в самых значимых местах нашей страны высаживают 80 потомков легендарного тополя Победы. Дерево, которое стоит в Волгограде на площади павших борцов. Оно стало живым участником и свидетелем ожесточенных боев Сталинградской битвы. Церемония прошла и в Ингушетии. Эта акция не просто посадка дерева, это передача эстафеты памяти будущим поколениям. Это символ стойкости, мужества и несломленной веры в победу. Ростелеком всегда стремится быть частью значимых социальных и экологических проектов. Мы уверены, что открытие данной аллеи станет символом уважения к истории и заботы о природе. Деревья, посаженные на этой аллее, будут напоминать о великом подвиге нашего народа и вносить вклад в улучшение экологической обстановки. На открытии Парка Победы и мемориального комплекса была организована полевая кухня и выставка фотографий героев Великой Отечественной войны. Каждый присутствующий мог отведать блюда, приготовленные по фронтовым рецептам, и увидеть лица тех, кто сражался за нашу Родину. Для детей были установлены холсты на мольбертах, где каждый мог выразить свое видение Великой Отечественной войны. Можем увидеть конверты
Вот тут будет письмо, на котором будет послание от сына к матери. И будут нарисованы на гвоздике то, что означает пролитая кровь. Чуть дальше представлена выставка оружия времен Великой Отечественной войны и ретро-автомобилей той эпохи. Великая Отечественная война, она участвовала. Это 42 года выпуск. Ланглизинг Яшка, не видите? Вот этот ланглизинг был у нас. Попалась она мне в разобранном состоянии полностью. Я ее купил в Владикавказе и собрал ее полностью в оригинале. Запчасти я с Америки высылал, с Германии высылал, даже с Индии и по России все собрал. Открытие этого парка – значимое событие как для жителей Магаса, так и для его гостей. Помимо дополнительной зоны отдыха в городе появится еще один памятный объект, который будет напоминать местным жителям о значимости героизма советских солдат. 27 миллионов жизней, которые унесла Великая Отечественная война. Огромное количество наших соотечественников, которые сражались на фронтах Победы. Я думаю, это глубоко символично сегодня открытие вот этой аллеи. Я думаю, что эта аллея навсегда останется как символ мужества, стойкости и героизма советского народа над фашистской Германией. Я человек из СССР. Меня очень радует, что наконец-то мы вернулись к своей памяти, к своему сердцу, к своей идентификации. Вот. И аллея очень красивая, сирень, цветы, памятник. Дети, радуясь очередному празднику Дня Победы и мирному небу над головой, спешат выразить свою любовь и признательность героям Великой Отечественной войны. За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. В завершении церемонии перед присутствующими выступили артисты Центра театра, кино и креативных индустрий. Звучали песни о мужестве, стойкости и любви к родине. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магас 24.